эвакуации первых 2 раненых мы с моим бойцом вернулись в тот населенный пункт, и сходу, получается, мы нарвались на бронетехнику и пехоту противника. По нам был открыт шквальный огонь, и машина подбита была, бойца моего сразили, и мне пришлось вступить в бой, у меня другого выхода не было, о сдаче в плен в мыслях не было, но я решил как бы стоять до последнего и биться. Ну, в течение часа выходил из окружения. Ну, после этого уже улучшив момент, связался со своими бойцами, определили точку эвакуации. Обстрелы были постоянные, танки били прямой наводкой, но получилось вывести ребят, спасти их. Звание Героя Российской Федерации присвоено Колесову Александру Гаврильевичу, командиру отряда добровольцев Батур-Барс-2, Республика Саха, Якутия. Я благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу за оказанную честь и доверие. Для меня огромная честь получить высокую награду моей Родины. Это очень ответственно и почетно. А у нас там один Алеша. Ожесточенный бой, длившийся 5 минут, вызвал широкий резонанс. В Запорожской области танк «Алеша» первым выстрелом подбил один вражеский танк, затем и второй. После артиллерийской обработки танк «Алеша» вернулся на боевую позицию и добил врага. Звание Героя Российской Федерации присвоено ефрейтору Евсееву Филиппу Александровичу, механику-водителю танкового взвода. Ефрейтору Неустроеву Алексею Михайловичу, наводчику-оператору танкового взвода. Воины-танкисты с нашей части просили передать вам, товарищ Верховный Главнокомандующий, что впредь и с честью будем выполнять все поставленные задачи и сделаем все для защиты нашей Родины. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наша молодежь! Хочу лично поприветствовать наших военнослужащих, которые здесь присутствуют, прежде всего героев нашей страны. Также вот только что подошел Анатолий Николаевич Храмов, старший лейтенант, тоже ветеран войны, имеющий ранения и продолжающий выполнять свои боевые задачи. Мы сейчас внимательно выслушали очень интересный доклад Дмитрия Ивановича, директора этого музея. Я могу лишь добавить одно. Вот он привел такой пример, что дед одного из наших героев, Филиппа Евсеева, механика-водителя, воевал на Курской битве.
Мой дед под Харьковом в 1942 году погиб. Я не знаю даже места его захоронения. У нас есть всего лишь документ, что он сложил голову свою в мае 1942 года. Там шла тяжелая битва, и потери были просто колоссальные. Надо просто осознать, но это очень тяжело представить. 27 миллионов погибших. Как можно физически себе представить? Просто не укладывается в голове. 35 миллионов в этой войне с фашизмом потерял народ Китая. Такую цену мы заплатили за то, чтобы сегодня с вами здесь иметь возможность собраться, чтобы иметь вот такой развивающийся город, такой музей. Вот Дмитрий Иванович еще говорил, что мы сегодня продолжаем жить в прежнем почти режиме, даже в отпуска ходим. Но за это, дорогие мои земляки, наши предки заплатили 27 миллионов жизней. Прошло всего 80 лет после той страшнейшей войны. Мы до сегодняшнего дня занимаемся поисковой работой, потому что бойцы, воины той войны еще не все захоронены. Есть такое понимание, что до тех пор, пока не захоронен последний солдат, война не закончена. И, как видим, она продолжается уже на полях сражений снова. Почему это произошло? Ведь наша армия водрузила красное знамя победы над Рейхстагом. После этого состоялся Нюрнбергский процесс, где были даны самые жесткие, справедливые оценки фашизму в целом в мире, и военные преступники, фашистские приспешники, фашисты сами были приговорены, им дана оценка. И вроде бы весь мир понял, что такого повторять нельзя. И вдруг не прошло на самом деле и 80 лет, как мы вновь видим, что фашизм-то, оказывается, не исчез с планеты. И вот всегда возникает эта мысль. Я когда в апреле прошлого года по поручению главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева прибыл с первой гуманитарной миссией в Донецкую республику, сразу после освобождения города Волновахи, еще шло освобождение города Мариуполя, я себя, вот первое, что пришло мне в голову, почему это произошло? Почему внук того солдата, погибшего под Харьковом, вновь приехал сюда для чего? Для того, чтобы опять бороться с фашистами. И для себя я сделал вывод, что это происходит только потому, что в мире не исчезло желание очень у многих людей, у многих групп, у этого золотого миллиарда жить за счет других. Вообще фашизм – это способ подавления людей, народов, для того, чтобы жить за их счет, чтобы они работали на тебя, а чтобы ты сладко спал и много ел. И вот сладко спящие, много едящие жители золотого миллиарда, так называемого, они организовали все так после войны, что все остальные сегодня 7 миллиардов, их кормят просто. И они дальше хотят сохранить эту ситуацию. Это проявление ксенофобии, а попросту это фашизм. Потому что экономические санкции и прочие другие разные выдуманные вещи, которые позволяют экономически подавить страны, народы, для того, чтобы они работали на тебя, это проявление
фашизма. Это экономический фашизм, я так для себя называю. Есть психологический фашизм. Например, мы сегодня видим, как ширится движение ЛГБТ. Что это такое? Это сексуальный фашизм. Это никакая не свобода. Сегодня мы видим, что они вытворяют в других странах. Вот в Германии принят закон о том, что дети, только рожденные, имеют право выбирать себе пол. Если он мальчиком родился, а может, он девочкой. И если кто-то из родителей попытается вмешаться в это дело и сказать: нет, он рожден от Бога мальчиком, нет, ты не имеешь права этого говорить, потому что ребенок должен сам решать. Это якобы преподается под флагом свободы для личности. На самом деле жестким образом пресекается любое вмешательство и подавляется воля ребенка, его божественное происхождение. В канадских школах сегодня в практике в течение учебной недели 2 дня мальчик должен ходить в женском платье. И так далее, и так далее. И если это не соблюдается, человека обвиняют во всех грехах и заставляет его либо покинуть школу, либо вообще страну. У меня есть такой друг один, который искал свободы в Канаде. Приехал сегодня, вернулся, когда столкнулся с такой ситуацией. И подобного рода террор, который организован во многих странах, это и есть проявление фашизма. Потому что, например, сейчас говорят, что обязательно среди членов правительства должен быть такой ненормально сексуально ориентированный человек. Сегодня официальный представитель украинских вооруженных сил – это трансгендер. Это извращение человеческой сути. Зачем это делается? Затем, чтобы подавить человеческую суть как таковую. Животными управлять проще. И это подается по всему миру и заставляет всех принять это. Конечно, наше общество, наше государство, оно совсем другое. Оно построено на тысячелетней нашей культуре, наших традициях. И в конечном итоге мы сказали: нет, мы будем жить так, как завещали нам предки и как мы считаем нужным. Но западный этот золотой миллиард видел, что с нами можно поступить так же, как они поступают со многими другими государствами и народами. В 90-х годах советское общество было обмануто. Мне тогда уже было за 30 лет. Нам объявили перестройку сначала в середине 80-х, потом сказали, что все будете жить хорошо, сладко, не обременяя себя сильно тяжелым трудом. И вы знаете, общество в основном согласилось. Просто купилось на золотого тельца. Нас часто предупреждали, что дьявол во плоти – это как раз и есть золотой телец. Но мы как-то к этому особо внимания не обращали, устали. Мы очень хотели отдыхать. Нам стали рассказывать разные Лёни Голубковы из всех телевизоров о том, что можно купить какие-то акции, ничего не делать, получать проценты и жить припевающе. Сегодня это называется финансовая пирамида, раньше мы это не знали, конечно. И когда рухнул Советский Союз, заметьте, наше общество сильно не возмущалось. Да и ладно, поживем так. Можно же жить без войны, в мире, в согласии, сладко и хорошо. Так начался наш путь безвременья. За 90-е годы страна потеряла экономику и чуть было не потеряла себя. Вы знаете, страной тогда правила олигархия. Что такое олигархия? Это группа богатых людей, которые с помощью западных разных финансовых махинаций разделили все народное хозяйство, все народное добро. И власть законодательная, исполнительная была под их контролем, потому что они ей платили. Это была семибанкирщина, так называемая, в нашей стране. Это было всего лишь десяток семей, которые владели всей страной.
Это начало чувствоваться, народ нищал, было тяжело очень. Сегодня вот я встречался с одним из своих друзей, мы вспомнили 90-е, как мы случайно их пережили. Бандиты, грабежи и так далее. То, что сегодня происходит на Украине, абсолютно одно и то же. И вот благодаря тому, что в 2000 году пришел к власти Владимир Владимирович Путин, нам удалось избежать тяжелой судьбы, которая сегодня, трагедия, которую мы наблюдаем сегодня на Украине. Владимир Владимирович, как человек опытный и в своем прошлом разведчик, он, видимо, понимал, что надо делать, не выдавая себя. Он первым делом начал бороться с олигархией. И он ее победил. Я в свое время работал в налоговых органах и участвовал в некоторых мероприятиях подобного рода с крупнейшими олигархическими группами в нефтяной отрасли, в алмазной отрасли. Работал здесь, в Башкортостане, в Москве. И прекрасно знаю, с кем мы имели дело. Кстати, наш земляк Василий Васильевич Колмогоров, которому в этом году 80 лет уже исполнится скоро, он был тогда заместителем генерального прокурора нашей страны и тоже принимал активное участие в борьбе с олигархией. Успешно с этим справился. И вот после этого началось постепенное возрождение нашей экономики. И Владимиру Владимировичу удалось, не привлекая внимания, начинать восстанавливать армию. В 2007 году он выступил с мюнхенской речью, вы это тоже можете прочитать, и многие слышали, рассказывают в последнее время об этом, где он предложил западному миру, этому золотому миллиарду, успокоиться. И сказал им, что мы в России будем жить так, как мы считаем нужным. И, пожалуйста, с этим согласитесь. Не лезьте к нам. Мы к вам не лезем, и вы к нам не лезете. Мы не хотели войны, конечно. Больше всех в этом мире войны не хотят русские. Потому что есть такая песня еще советского периода. Хотят ли русские войны? А как можно ее хотеть, если мы недавно потеряли 27 миллионов? У нас нет ни одной семьи в стране, которая не имеет погибших воинов на той войне. И постепенно очень не хотелось американцам и всем западным странам участвовать самим в войне. Они не любят умирать, они любят воевать чужими руками. И поэтому они ждали, что мы все-таки рухнем, экономика не выдержит, Владимира Владимировича мы переизберем, придет какой-нибудь другой продажный лидер, и они справятся и поставят нас на колени. И сделают нас реально бензоколонкой, чем нас обзывал президент Обама. У них не получилось. И тогда они придумали антироссию. В лице, сначала это была Грузия, но мы с Грузией справились, вы помните, в 2008 году стремительная война, и мы дошли до Тбилиси, но не вошли, потому что, как-то мы так устроены. Мы не хотим разорения соседям, а можно было бы. И тогда они стали делать антироссию из Украины. И у них получилось, к сожалению. Сегодня это действительно мощное государство, фашистское государство, которое целиком настроено против Москвы, против русского мира. Они его не признают, они его отрицают, и они на самом деле в большом количестве думают о том, что всех нас надо повесить на столбах, сделать рабами, обязательно разрушить, и чтобы России такой не было. Это и есть идеология антироссии. И наши последние предупреждения и просьбы к западному миру в ноябре и в декабре 2021 года, в январе, наш президент много встречался с их начальством, предлагая подписать всеобъемлющий документ о взаимной безопасности. Они только ухмылялись. Они знали, что создается большая армия на Украине, которая завтра пойдет на Донбасс, на Крым и дальше на Россию. И они надеялись очень на то, что то оружие, которое они им передали, те навыки, которым их они научили, будет достаточно для того, чтобы нас сломить.
Помните, президент в свое время, наш Владимир Владимирович, говорил, если драка неизбежна, бить надо первым. И он это сделал 24 февраля 22 года, в прошлом году. Если бы не началась специальная военная операция, мы бы понесли огромные потери на Донбассе, была бы большая война в Крыму и в приграничных территориях, регионах нашей страны. В этом я абсолютно уверен, потому что я постоянно там присутствую, бываю фактически каждый месяц, общаюсь и с военными, и с мирными жителями, и понимаю, что там происходит. Может быть, я не все знаю, конечно, но многое чувствую. Вот такая ситуация сложилась сегодня вокруг нас. И поэтому все, что происходит там, это борьба с фашизмом. Та же борьба, которую вели наши предки. И мы опять победим. Но для этого надо всем постараться. И не только тем, кто с оружием в руках сегодня находится на фронте, но и всем нам здесь. Потому что фашизм рождается в мирных регионах. Сегодня мы знаем, что они шествуют по многим странам, по всем странам Запада. Они разбивают наши памятники нашим советским солдатам. Они занимаются переименованием, переписыванием истории Второй мировой и Великой Отечественной войны. Это все делается для того, чтобы фашизм возродился. И он возродился. И у нас нет другого пути для собственной свободы и нашего будущего, для сохранения суверенитета нашей страны, как этот фашизм победить. И победить его в тылу, потому что он начинается в том числе и здесь, в форме крайних националистов, в форме крайних экстремистов разного толка. И мы сегодня видим, что пишут в интернете. Сегодня такая информационная война открытая идет, где каждый из вас сегодня фактически является участником этой войны. И к тому, чтобы там победить, надо очень хорошо разбираться в истории и иметь противостоять этой заразе и этому нападению из-за рубежа. Я вам напомню только один пример. В 2019 году, в ноябре месяце, Арсений Сергеевич Николаев, наш Илдархан, подписал указ, который всем стал известен как указ о гимне. Указ был о патриотическом воспитании в образовательных учреждениях нашей республики, где одним из пунктов было, исполнение гимна Российской Федерации и нашей республики раз в неделю по понедельникам в каждом учебном заведении. Вы знаете, какая огромная критика свалилась на него? Из всех щелей, из каждого утюга. Сегодня нам понятно, что она была инспирирована из-за рубежа. Потому что они увидели, что у одного из руководителей регионов политика изменилась. Он понял, что нас разрушают изнутри. И для того, чтобы этому противостоять, мы должны любить свою родину. Мы должны быть способны работать на нее, не покладая рук, и суметь ее защитить. Все очень просто. Поэтому, завершая свое выступление, видя здесь очень много молодых людей, я очень хочу вас спросить, будьте бдительны. Не забывайте жертвы. Помните слова известной песни. «Люди мира, на минуту встаньте, слышите, слышите, гремит со всех сторон, это раздается в Бухенвальде колокольный звон». Бухенвальд, как вы знаете, это концентрационный лагерь фашистский той войны, где заживо сжигали, убивали наших соотечественников, в том числе и детей. И сегодня борьба с фашизмом – это то дело, общее дело всего нашего народа, российского и других стран, которые нас сегодня все больше и больше поддерживают, это борьба с мировым фашизмом. И в авангарде этой борьбы идут наши военные с оружием в руках. И те герои, которых мы сегодня чествуем. Спасибо за внимание. Сегодня мы пишем очередную историю нашей страны. Историю военную. И она рождается у нас на глазах. У вас у всех есть сегодня замечательная возможность посмотреть и пообщаться, и позадавать вопросы тем, кто эту историю создает.
потому что герои, у нас современных героев всего 4 в нашей республике. Я бы вспомнил еще Александра Рыжикова, который погиб на Кавказе в очередной из своих служебных командировок, защищая Конституцию нашей страны и конституционный наш строй. Ему есть памятник здесь у нас в Якутске, многие из вас, наверное, его видели. И вот современный военный конфликт, война, которая идет на наших западных рубежах нашей страны, пишут вот наши герои страны, которые перед вами. Вы все хорошо знаете, много об этом написано. У вас есть замечательная возможность сегодня лично с ними поговорить. А для начала я бы попросил Александра Гавриловича Колесова. Во-первых, мы поздравляем вас, Александр Гаврилович, с избранием народным депутатом от нашей партии «Единая Россия», правящей партии. И, пожалуйста, вам слово. Добрый день, дорогие участники сегодняшнего мероприятия. Ну, коротко, если сказать о себе, то в прошлом году был создан отряд «Батур», и мы в составе 90 человек из Якутии выехали в зону специальной военной операции. Нас подготовили в учебном лагере под Ростовом и отправили в Харьковскую область. Мы там отслужили 3 месяца по контракту. Сейчас, тогда контракт составлял 3 месяца, а сейчас 6 месяцев для добровольцев. Украина для меня это 3-я боевая кампания. Это солдатом я 91-2 годы служил в миротворческих силах России в городе Бендеры, это Приднестровье. Потом, когда служил в ОМОНе, ОМОН, отряд милиции особого назначения Якутии, 95-6 годы я служил, 3 был командирован в Чеченскую республику, ну и, соответственно, это специальная военная операция, это 3-я военная кампания. Ну, я думаю, здесь много говорить не надо, я думаю, лучше на ваши вопросы ответим, так мы больше узнаем, ну, вы узнаете, что вас интересует. Вот так думаю, поэтому, наверное, так, да? Да, Александр Гаврилович, наверное, так. У меня просьба, да, как-то очень много молодых людей, наверняка у вас очень много вопросов. Вы знаете, в последнее время, последние десятилетия мы очень мало говорили вообще о войне, о военной истории, все меньше и меньше. Это тоже же поползновение с наших врагов. Они буквально засылали к нам своих, значит, агентов, которые пытались переписать наши учебники, по которым учатся наши дети. И однажды мне показали учебник истории для, по-моему, 9 или 8 класса, где в Великой Отечественной войне, в которой, я уже говорил, 27 миллионов наших сограждан погибло, значит, было уделено ровно 2 страницы. Понимаете? Вот так вот пытались переформатировать и нашу историю переписать, и наши мозги переформатировать. Поэтому задавайте вопросы, если есть, если письменно, пожалуйста, мне, я зачитаю. Дальше разрешите попросить сказать свое слово еще одному герою Российской Федерации, Алексею Михайловичу Евсееву, Алексею Михайловичу Неустроеву, значит, а дальше, пожалуйста, уже Филипп Александрович скажет. Уважаемые коллеги, просим микрофон держать поближе, у нас ведется онлайн-трансляция. Спасибо. Раулран. Улахан этерем хох, так бейбулрын, у Филипптин повестканан мобилизация болбутур. Октябрь гаве барбакпут. Октябрь хагана
повестка тутамаран Сергеевка полигонга жупут бирый. Он на те свого отправкалым пут. То все у бирый куда полут. Танковая только билерги полу. И он это на итар балахат на вопрос капетте кахев атак минулхан тухтанук. Тух пары шуе багарам билен тронутан эдер көлөнага. Здоровьяна, онна здоровья, онна жолда агар болун деген онна улхан. Тухтатерим го. Вопросы верен, опять кахев. Если у вас есть вопросы, можете задать их мне, я на них отвечу. Вы помните, наверное, да, вот Алексей Михайлович? Ну, они же воевали, они не готовились быть преподавателями, выступать перед большими аудиториями. Я думаю, что это все придет. Вы вспомните, наверное, первые репортажи центрального телевидения, когда Алексей там впервые появился, и мы узнали, да, даже еще не называли его фамилию, мы поняли, что он сказал по-якутски, обратился к нам ко всем. И помните, его командир их экипажа Александр Леваков, который все время обращался: Леха, правда же, да, Леха не даст соврать, Леха, мой Леха. Я в первом репортаже, я помню, он сказал следующую фразу: у меня отличная операция. На кого я надеюсь? Прежде всего на своего наводчика. У меня отличный наводчик, я верю в него. Он очень спокойный и очень отличный боец. Если он стреляет, он попадает. Он что-то такое примерно сказал, да, Алексей? И мы позже уже встречались с ним, лично я разговаривал, и я видел, насколько командир верит в свой экипаж. И следующий экипаж, от которого тоже очень много зависит в бою, механик, водитель, Филипп Александрович Евсеев, пожалуйста. Добрый день. Это бугуме отчапка бар так бирге. Онlara bir hemeye kadar hırtak buton var tankistr. Hakalar etti diyor. Судьба обыкновенная. Как призвали? Когда? Генерал Сергеев, да? Позывной генерал, да? Коллеги, просим микрофон поближе держать, чтобы нас могли слышать наши зрители с интернета. Служил раньше? Да, танкистом. Ikkinchiga oshkolon bitiradi razarmiya juvdi. Onda tankist mekanik водитель же танка. Ты огонь. Учебка в Хабаровской 49 километр. Это час чахом. Поселок Каменноуглов. Озеро Ханкатыр. Ты служил 1 год, видимо, да? 2. 2 года. Какой-то. По тем временам было 2 года, да. Вы знаете, вот для молодежи раньше в армии служили по несколько лет. Например, в военно-морском флоте 3 года служили. Срочную службу. В сухопутных войсках 2 года. Вот Филипп Александрович, он застал еще те времена, когда служили в сухопутных войсках 2 года. Я поэтому его переспросил. А сейчас наши призывники срочной службы проходят в течение 1 года. Много ли это или мало? На мой взгляд, при сегодняшней очень сложной технике, которой приходится овладевать, этого маловато. И война показывает, что сегодня бойцы, которых за плечами год срочной службы, им приходится много дорабатывать.
Видимо, в успешной службе в специальной военной операции вот Филиппа, Алексей тоже служил уже, да? Сколько тоже? Тоже 2 года. Где? Там же? Хабаровске, да? Вот. Им, видимо, помогло то, что они прошли 2 года. А много приходилось ездить на танке там во время этих срочной службы? Да, много. То есть по-настоящему? Ну. Готовились. А ты мин, типа бахар никуда не идет. Тигаш. Только беремен чабинер успеет, вот были бокс это тангалар костурга. Он мин звание бербит тро на тус полотутер. Типа бахар никуда. Туар тирюга была раз тангалар костугин нет. Он не берем они. То есть в те времена, когда наши герои служили, военному делу учились настоящим образом. Есть такое выражение одного из великих прошлого: военному делу надо учиться настоящим образом. И вот наши герои проходили именно такую срочную службу. Вот я специально уточнил, как их готовили 2 года на танке, не сидели, не картошку чистили, как иногда у нас в сериалах про солдат вот показывают. Не очень правда. Она такой, знаете, вот он, конечно, смешной такой фильм про армейскую жизнь, но она больше такая казарменная. И там совсем не показывают, а чему учат все-таки военному делу, как учат. А учили тогда настоящим образом. И это во многом помогает сегодня тем, кто проходил срочную службу тогда. Еще есть что, Филипп, сказать? Или приступим к вопросам? Есть вопросы уже? Да. Представьтесь, пожалуйста, ладно? Здравствуйте, я являюсь студентом Северо-Восточного федерального университета Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, именно 2-го курса. Я являюсь председателем гражданского патриотического клуба «Отчизна». Для меня большая честь находиться с вами в одном зале, и хочу выразить вам огромную благодарность за то, что защищаете нашу Родину и боретесь с фашизмом на Украине. Поэтому от лица гражданского патриотического клуба «Отчизна» я хочу задать вам вот такой вопрос. Вы не раз упоминали, что чтобы противостоять внешним угрозам, фашизму и так далее, надо воспитывать наше подрастающее поколение. И так как мы будем заниматься привитием патриотизма для студентов и для подрастающего поколения, хочу услышать от вас советы или некие пожелания по этому поводу. Спасибо. Кто ответит? Александр Гаврилович, ответьте. Спасибо за вопрос. Ну, смотрите, дети. Мы были тоже такими молодыми, как вы. Мы выросли на примерах наших легендарных героев Великой Отечественной войны, Гражданской войны, героев Афганистана. Мы все их учили. Я учился в школе в 80-х годах. Вот. И я ничего другого для себя не представлял, как идти в армию и, если понадобится, встать на защиту нашего Отечества. Вот. То, что я вызвался, принял решение выехать в специальную военную операцию в прошлом году, это, знаете, да, я патриот, люблю свою родину, свою семью, но подрастающему поколению надо показать своим примером. То есть вот не сидя там, идите там, защищай. Нет, я принял решение самому идти, призвать и поехать в специальную военную операцию и показать подрастающему поколению, что нужно это делать, если понадобится, несмотря на возраст. Мне 50 лет сейчас, сегодня, но я 20-летним парнем, 19-летним парнем, я прошел первую свою войну. Понимаете? Потом мне 23 года было, я прошел вторую войну. И сейчас 50 лет я встал опять на защиту Отечества. Независимо от того, кто руководит страной, какая партия там у власти. Страна у нас одна всего, понимаете? Защищать надо. Это как прививается? Мы, мужчины, в первую очередь заводим семью свою и должны защищать свой дом от хулиганов, не знаю, от диких животных. Вот. А что Россия? Россия – это наш общий большой дом.
Если мы не будем защищать свой дом большой, разрушать целостность страны, то и наших с вами домов, где мы с вами живем, не будет его, не будет покоя. Поэтому мужчина испокон веков является защитником Отечества, дома своего. И ген защитника у нас сидит в крови у каждого мужчины. Нравится нам это или не нравится, он есть. И когда вот эта ситуация опасная возникает, война, там, нападение или угроза, у всех воинов это просыпается. И у вас проснется. Вот, поэтому я вот, патриотическим воспитанием занимаюсь еще где-то 2010 года. Вот, по мере возможности по школам хожу, там, сначала к своим детям, потом 23 февраля на смотр строя, и всегда вот смотрю. И когда вот проводишь уроки мужества, видишь в глазах наших детей огонь. Понимаете, это просыпается вот та самая искра, тот самый ген защитника. Поэтому я не сомневаюсь в наших молодых людях. И вы продолжайте это дело защищать, то есть вот, воспитывать патриотизм среди молодежи. Мы вам поможем. У нас очень много ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. Они будут помогать в этом воспитании. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Вопрос был такой: если 122-миллиметровый снаряд попадет в танк, что с ним будет? Ну, снаряды бывают разные. Фугасный? 120 миномет-то. Миномет танк выдержит. Танк выдержит. Да. А так 155-й, 152-й он не выдержит. А так миномет 120-й, да, выдерживает. Услышали, да? Минометный снаряд 120 миллиметров танк держит. Но 152 или 155, вот натовский калибр, тяжело. Хотя бывают разные. Наши герои воевали на танке Т-80. И, по-моему, и службу проходили тоже на нем уже, да? На этом танке нет? Т-72? Расскажи. Я служил на Т-62 заряжающим. На Т-62. А Филипп Александрович на ком служил? На Т-80? На Т-80, да? Да? То есть для тебя техника знакома. Наша бронетанковая техника, она постоянно совершенствуется, понимаете? Это хорошие танки, которые имеют способность развиваться в зависимости от развития, так сказать, военной науки, военной мысли. И танк Т-72 Б3М это очень современный танк, хотя он, база его создана очень давно, еще в 70-х годах. И танк Т-80, он отличается, кажется, газотурбинным двигателем, да, насколько я помню, да, двигатель другой. Да, да. Он что дает, этот двигатель? Он больше маневренный? Да, маневренный. Он шустрый. Да, многие танкисты говорят, что они любят танк Т-80, потому что он очень хорошо управляем, маневренный, быстрый, преемистость очень высокая. Вот я еще бы два слова добавил к этому. Тот бой, который знает сегодня, по-моему, это почти весь мир посмотрел, благодаря вашему другу, который получил орден, медаль за отвагу, тоже от президента. Значит, он так красочно рассказал про этот бой. Так вот, этот бой уникальный по своему содержанию и итогам. В истории военной ни в одной стране мира весь экипаж не представлялся к самым высоким наградам какого-то государства, ну и у нас и в Советском Союзе, и в Российской Федерации. Весь экипаж представить
к званию Героя Российской Федерации, такого не было еще. И в Советском Союзе тоже. Это уникальный бой. Сейчас уже песни складывают про этот бой. И этот бой будет изучаться во всех историях, военной истории, специалисты в бронетанковых, всех наших училищах и академиях. Но я хотел обратить внимание на одно обстоятельство. Ведь этот бой происходил в самые первые дни так широко распиаренного контрнаступления украинских фашистов. В самые первые дни июня. И после этого экипаж воевал еще до конца июля, выполняя боевые задачи ежедневно, выезжая, воюя, побеждая. Для них это обычная боевая работа. И они не знали, что они совершили подвиг. И только тогда, когда это стало известно, и командование приняло это решение, вот тогда они поняли, что они сделали. И они были крайне удивлены. Я свидетель тому, насколько они удивились. Да, мы там действительно, оказывается, вот что-то такое сделали, большое и важное для страны. По-моему, Филипп, ты, по-моему, или Алексей сказали такую фразу, когда спросили, у Алексея, по-моему, да? А как ты чувствовал себя в танке? Ты сказал, как, да? Ну-ка, повтори. Как ты ответил? Жарко было. Жарко, да? И еще ты добавил, как в танке, да? Есть такая пословица же, да? Глухо, как в танке. Вот действительно им же не видно. Они видят только то, что видят из танка, ограниченная видимость, и бьют врага, которого замечают. Еще я помню, по-моему, ваш командир говорил, выстрел, попал, выстрелил, попал. Это все про Алексея. Это снайпер, да, это снайпер-танкист. А снайпера у нас в народе традиционно всегда были. И вот командиры всех уровней, с кем я имел возможность общаться там, они все отмечают, что якутяне все, не обязательно якуты, все якутяне, все сибиряки очень спокойно и профессионально обращаются с оружием. Есть воины, которые никогда не держали в руках оружие. И вот пока они к нему привыкнут, проходит большое время. Надо же уметь обращаться с ним. Оружие – вещь опасная. И наши ребята все отличаются именно тем, что они это делают, потому что с детства их родители, отцы приучали ходить в тайгу, участвовать в охотах разных. Вторая отличительная черта наших бойцов – это способность организовать свой быт в любых условиях, в любую погоду. Вот что отмечают командиры, городские ребята приезжают в поле и не знают, куда присесть, как что-то сделать, как укрыться от дождя, как сделать так, чтобы не замерзнуть. Наши ребята приходят и молча делают этот быт, организуют. Потому что почему? Потому что на рыбалках бывали, в тайге жили, в разных условиях, при наших климатических особенностях, и зимой, и летом, и при комарах, и при сумасшедшем морозе. Они спокойно организуют свою жизнь и выживают, и спокойно живут. Это отличительная черта сибиряков. И я даже слышал, что когда приходили бойцы только на фронт, когда начинается распределение, некоторые из них спрашивают, а есть якутяне где-нибудь? А что ж, есть, а зачем тебе? Ну, там и с голоду не дадут умереть, и, значит, и от холода не дадут замерзнуть. Потому что знают, что наши ребята, потом видите, сколько видео было, и охотятся. Там в зоне военного положения охота запрещена по закону. И на Донбассе, вообще в Запорожье, Херсон, очень много живности. Косули, фазаны, зайцы, утки. Они бегают прям под ногами. Фазаны вообще вот даже устраивают ДТП. Взлетают неожиданно, попадают в стекло. Вот. Ребята неприспособленные, которые не знают, как общипать курицу или там фазана, они рядом с холодильником там так и умрут с голоду. А вот наши ребята сразу находят этому применение. У них всегда есть мясо, они всегда могут приготовить супчик, второе, жаркое. И поэтому наших ребят
в боевых порядках очень уважают, потому что там всегда есть что поесть, чтобы не голодать, и они всегда обогреют. Вы видели видео, где хлеб пекут в траншеях, да? Где организовывают, значит, вот такие печки. Ну а сейчас я в двух словах еще пока. Вопрос есть еще? Да, пожалуйста, девушка. Да, пожалуйста. Дайте микрофончик, если можно. Тоже представьтесь, пожалуйста, ладно? Здравия желаю. Мое имя Аделина, я являюсь студентом юридического полицейского колледжа, и у меня такой вопрос к вам. Как вы считаете, ваши подвиги изменили вас как личность? Изменили что? Вас как личность. Как личность. Филипп Александрович. Да, изменили, конечно. На улице нормально ходить не могу. Я не могу. Не дадут пройти. Да. Изменили. А у тебя как, Алексей, дела? Алексей Михайлович, пожалуйста. Да, изменило, конечно. Эти поездки, эти. Там зовут, тут зовут. Там фоткаться, тут. До этого у меня спокойная жизнь была. А сейчас уже не то. Да, и когда... Да, пожалуйста, что ты скажешь, Александр Ильич? Ну, что касается как личности, изменений нету. Но, знаете, появилась ответственность очень-очень огромная. Вот, пожалуй, основное изменение в этом. Да, чувство ответственности перед населением, перед народом, перед страной. Это усилилось. А как личность, нет, мы уже люди состоявшиеся, как бы тут психологических надломов нету. Вот, да, а насчет узнаваемости, да, тут уже общая беда. Везде узнают, фотографируются. Ну, а что делать? Надо как людей уважать, все. Надо привыкать. Я вот... Да, давайте поаплодируем. Вы знаете, я бы от себя еще добавил, когда я встречаюсь с бойцами там, в зоне боевых действий, я часто им говорю: вы знаете, ребят, мы победим. Я надеюсь, что победим достаточно скоро, мы дождемся этого и увидим. Вы вернетесь домой, но ваша война не закончится. Потому что сегодня на фронте вырастают новые герои нашего времени. Вот мое поколение воспитывалось и росло на примере фронтовиков Великой Отечественной. Для меня с детства понятие фронтовик это было такое, знаете, определяющее. Если фронтовик сказал или сделал, значит это правильно. Это уважаемые везде были люди. Сейчас фронтовиков Великой Отечественной осталось единицы. Совсем-совсем немного. Им всем примерно по 100 лет. И, видимо, так устроена история, общество. Мы не можем жить без пастырей и без примеров маяков. И сегодня там рождается новое поколение героев, которое очень сильно поможет нашему обществу держать правильный курс, идти правильным путем. Потому что они оттуда приедут с четким пониманием справедливости, как должна быть устроена наша жизнь, общественная, личная, что такое человек, что такое подвиг, кого надо уважать, а кого не очень, как правильно жить. Они бескомпромиссные во многом, но это правильно. Взбодрить надо нас всех. И вот вернувшись сюда, и ребята вот сейчас уже почувствовали, тем более со звездами такими, нагрузка огромная. И вот они все мне рассказывают, очень тяжело, психологически устают они. Лучше, говорят, с автоматами в танке, проще, чем вот так вот постоянно находиться в зоне общественного внимания. Но такова их судьба. Им нести этот крест до конца их жизни. На них будут равняться.
с них будут писать портреты, особенно молодые люди, те, которые начинают свой жизненный путь. И это высочайшая ответственность и продолжение их героического боевого пути. Поэтому и мы им должны помогать в этом, чтобы они держались. И, конечно, мы должны понимать, что им сейчас непросто, но история выбрала их. Пожалуйста, еще вопросы. У меня имеется. Да, пожалуйста, вот девушка, давайте дадим. Микрофон есть, давайте там, а потом сюда микрофон. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я являюсь студентом Северо-Восточного федерального университета, и я являюсь курсантом военного учебного центра. У меня вот имеется такой вопрос. В силу того, что тут является большинство представителей молодого поколения, какое бы вы, так, как герои России, дали бы напутствие молодому поколению? Спасибо за вопрос. От себя хочу сказать, знаете что, ребята? Всегда занимайтесь спортом. Ну, как сказать, надо поддерживать себя всегда в форме физической. Я вот как со школы занимался и до сих пор хожу в спортзал, да. Почему? Потому что вот за 3 войны, вот то, что я занимался физической культурой, мне много раз жизнь спасала, понимаете? Вот я вот таким же молодым был, как вы, но мы жили в Советском Союзе, у нас впереди светлое будущее нас ждало. Мы не знали, что будут войны. Но знаете, я вот перечислю сейчас. Вот Приднестровье, Первая, Вторая Чеченская, потом Грузия, Сирия, Донбасс первый. И сейчас вот 7 войн. Вот. Понимаете, за 30 лет 7 войн произошло, где участвовала Россия. Просто я не хочу сказать, чтобы мы хотим войны, просто если хочешь мира, готовься к войне. Всегда занимайтесь спортом, самообразованием, ведите здоровый образ жизни, чтобы голова всегда четко соображала, быстро принимали решения. Вот что я хочу сказать. Всегда занимайтесь спортом, всегда поддерживайте себя в хорошей физической форме. Это никогда не помешает. Я видел, как там на войне людям было трудно. Да, люди там разные приходили, многие там, вот марш-бросок, бежим, уже падают, да. Вот поэтому это в жизни пригодится даже без войны. Вот что я хочу сказать. Всегда поддерживать, во-первых, физическое состояние в норме. И образование всегда учитесь самообразованием. Это очень-очень помогает умственному развитию. Дорогие друзья, да, вот мы давайте крайний вопрос девушка задаст, а потом послушаем ректора Анатолия Николаевича. Меня зовут Снежана, я ученица средней школы, у меня есть вопрос. Добрый. Как отреагировали ваши знакомые, друзья и родные на то, что вы стали героем? Как отреагировали? Пожалуйста, расскажите. Конечно, радовались, поздравляли. Конечно, улганны отта кең тутуннактырый. Бие гола бутте. Бие оттар бутте. Үйрен көтен аттан сохоямдагына. Бастан билбетактер этен тон кенники ол диллибите. Хуха багота жейб. Кийин туталлар бала. Ата оннор хундар гыдыгоды. Ди деликүнэ чистэ үтрэдэ. Ого хэдэн туахта солюттан. Ата долгуя гүтэлэр бахларна надо. Ата бара делик. Александр Григорьевич, скажешь, что? Как жена отреагировала?
Я скажу, как я сам отреагировал впервые, когда меня сказали, что представляет звание героя. Я еще там находился в Харьковской области. Мы выехали за гуманитаркой, и тут мне вот сказали, что вот Александр Гаврилович, вас, говорит, представили к званию Героя России. Знаете, вот первая моя реакция была такая. Я говорю, зачем? Что делать? Заняться больше нечем, говорю, да, людям. Но это с передовой вышел, еще как бы с контузией не отошел. Это моя первая реакция была. Ну, родные узнали, ну, и мы забыли вообще об этом. Это октябрь месяц, и до апреля мы даже не знали. Я подумал, что забыли, и все. И потом, когда в апреле месяце глава республики позвонил, сказал, что Путин подписал указ, ну, как снег на голову, да, как бы родные восприняли с тревогой опять, да, что там впереди ждет. Вот. Но гордость, ответственность опять появилась и у моих родных, моих детей. Вот с такими чувствами встретили вот награду Героя России. Ну, всем, как председатель общества знаний оригинального, всем спасибо за то, что приняли участие. Все-таки не каждый день мы встречаем наших героев, и очень рада то, что Якутия всегда славилась хорошими воинами, да, и у нас есть настоящие герои. Ну и мое предложение в силе остается. Если додумаете, то университет ждет, и чтобы не забывали об этом, да, я хочу, ну, Александр Гаврилович уже, наверное, не будет поступать, но все равно, да, сувенир от университета тоже, да. Вы все знаете, наверное, да, что есть льготы, принятые в нашем государстве. Всем участникам специальной военной операции предоставляются особые условия при поступлении в любое учебное заведение. И среднее специальное заведение, и высшее учебное заведение. Поэтому, конечно, ребята могут воспользоваться этим. Да, пожалуйста, Александр Гаврилович. Да. Дорогие друзья, я хочу вот поблагодарить организаторов данного мероприятия и хочу обратиться к вот нашему подрастающему молодому поколению. Знаете, ребята, вот что хочу сказать. Мы были такими же молодыми, как вы. Понимаете, будущее нашей республики, страны в ваших руках. Потому что мы все уйдем, когда состаримся, уйдем на пенсию. А вы будете руководителями, тружениками, и вы будете строить нашу современную, лучшую Россию. Поэтому будущее за вами. Я очень надеюсь, что среди вас сидят очень выдающиеся в будущем наша гордость. Защитники, руководители, труженики, как сказал, ученые. Так что никогда не сдавайтесь, трудности нас только закаляют. Я верю в вас, я вижу в ваших глазах себя молодым. Так что вперед, дерзайте, удачи, здоровья.